В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В республике, как и повсеместно по стране, завершается очередной театральный сезон. Об итогах очередного сезона Государственного театра оперы и балета республики и о планах на следующий мы сегодня поговорим. Наш гость в студии Владислав Левочкин, директор Государственного театра оперы и балета имени Сивцева Сорона Малона, лауреат Государственной премии Якутии имени Кулаковского. Владислав Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о ключевых событиях прошедшего 55-го театрального сезона, чем он вообще запомнился для самого театра? Сезон был очень насыщенным. У нас прошли замечательные масштабные фестивали. И вот один из них осенью Чайковский фест, который мы смогли реализовать при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, получился действительно грандиозным событием. Мы очень благодарны всем, кто нам помог организовать этот фестиваль. Конечно же, нашим зрителям, которые с большим интересом отнеслись к этому событию. И вот те наши гости, именитые артисты, которые к нам приезжали на этот фестиваль, у нас с ними уже появилось такое партнерское взаимодействие, которое мы продолжили в этом же сезоне, в новом году. К нам приезжал Алексей Татаринцев, он выступил в «Риголетто». Это действительно тоже было интересное событие. Ну и, конечно, наш земляк Григорий Чернецов, который приехал в апреле и выступил с 2 сольными концертами. Тоже это стало таким запоминающимся для всех нас событием. Впервые он выступил в сопровождении нашего симфонического оркестра. Действительно такое грандиозное, не побоюсь этого слова, событие. У нас также прошел фестиваль «Стерх», балетный фестиваль «Стерх», который всегда пользуется большим интересом, успехом. И нам тоже удалось привести именитых гостей из всех ведущих театров страны оперы и балета. И как раз сейчас у нас балетная труппа находится в Казани, где проходит международный саммит во главе с Екатериной Лаврентьевной Тайшиной, главным балетмейстером. Они как раз-таки участвуют в культурной программе этого большого события. И, что еще? У нас появились очень интересные партнерские взаимоотношения с Бурятским театром. К нам впервые Бурятский театр приехал большим таким ансамблем. Это 4 солиста, которые влились в наш спектакль «Богема» и потом выступили с гала-концертом. И запоминающимся стали события фестиваля современного искусства «Полю золотой сезон». Как раз-таки открытие и закрытие этого фестиваля прошли на нашей сцене. Был представлен современный балет в исполнении тоже звезд российской хореографии современной. И актриса Виктория Толстоганова прочитала в сопровождении симфонического оркестра сказку 31 мая, как раз-таки накануне Дня защиты детей. Это тоже был такой интересный формат и необычный для нас опыт. Владислав Валерьевич, какие проекты, может быть, инициативы, направленные на развитие театра, удалось, так сказать, реализовать в уходящем году, в этом, что планируется? У нас было несколько тоже проектов, которые были поддержаны Президентским фондом культурных инициатив. За 2025 год у нас было 5 таких проектов, и какие-то из них начинались, какие-то заканчивались. Были интересные проекты с как раз-таки документалистами, с Милой Кудряшовой, режиссер документального кино, которая сняла фильм о нашем закулисье. Мы его презентовали как раз-таки в разных регионах страны, во многих городах. Выезжали даже в Бишкек, в Алмату, где представляли этот фильм. И 21 июня он будет показан впервые для работников нашего театра. Мы приглашаем всех друзей, всех, кто интересуется тем, что происходит у нас за кулисье. Мы покажем этот фильм, его обсудим. Конечно же, многие наши артисты и работники закулисья попали в этот фильм. Достаточно такой интересный проект, тоже необычный для нас. И надеюсь, что у нас эта дружба с документальным кино продолжится. А может, фишки какие-то расскажете из фильма, чтобы как-то замотивировать нас всех? Да, там, например, многие наши, скажем так,
приключения, которые происходят, скажем, неизвестные для зрителей, они тоже туда попали, как, например, конечно же, наша поездка в Казань на церемонию «Золотой маски», где мы получили 3 приза, причем один приз мы пропустили, поскольку мы пошли фотографироваться, и там такая процедура, что мы не услышали, просто находясь за кулисами, не услышали, что нас объявляют 3-й раз. И вот каким образом мы искали эту «Золотую маску», там тоже в этом документальном фильме все показывается. Наверное, в таком юмористическом, да, формате. Ну да, у режиссера есть своеобразный юмор, и те, кто будут в зрительном зале, я думаю, они получат такое интересное впечатление. Ну, посмеются, наверное, да? Или будет интересно все же, как ведут себя артисты, да, в каких-то, может быть, неожиданных, да? Ну, да, мы уже в какой-то момент просто не замечали камеру, потому что она снимала нас на протяжении 2,5 лет, и вжилась в наш процесс, и мы действительно, все наши эмоции, все наши переживания, вот все отображено в этом фильме. Ну, тем и интереснее, я так думаю. Вот, а как вообще изменилось репертуар, разнообразие, да, нашего репертуара? Может, появились какие-то новые постановки, да, и проекты в театре? Да, у нас появились новые балетные спектакли. Это «Тысяча и одна ночь» Амирова, замечательный масштабный такой проект. Также у нас современный балет «Болеро», одноактный балет, который, вот эта работа Екатерины Лаврентьевны Тайшиной очень интересная. Мы их тоже будем представлять, надеюсь, не только в Якутске, за пределами нашей республики, нашей столицы. Также у нас появился, такой новогодний оперный спектакль «Приглашение на бал «Маскарад». Это по мотивам оперетты «Летучая мышь». И как раз-таки вот грандиозная премьера этого завершающегося сезона — это «Лоукут Нюргун». 20 июня в 17 часов мы приглашаем всех. Это будет первый показ. Первый показ, конечно же, мы посвящаем его как раз-таки дирижеру нашего театра Алексею Унарову, который отмечает 80-летие в этот же день. То есть свой день рождения он дирижирует оркестром на этом спектакле. И этим же спектаклем мы откроем новый сезон, поскольку в этом году мы отмечаем 120-летие Дмитрия Иконовича Сивцева «Сурана-Амалона», имя которое он носит в театр. Он как раз-таки автор либретто этой оперы. Владислав Валерьевич, а что ждет зрителей вот в новом, да, давайте поговорим, 56-м театральном сезоне, в этом году? Да, конечно, у нас началась уже подготовка к новому сезону. И таким большим грандиозным событием это станет, конечно же, вообще первая постановка, сценическая постановка оперы «Аида», которая состоится в ноябре этого года. Мы реализуем этот проект на грант Министерства культуры Российской Федерации. Отдельно нам выделили, мы победили в конкурсе, нам выделили финансирование. И мы считаем, что действительно такое значимое вообще грандиозное событие будет в сфере оперного искусства. И уже планируем на следующий год, получается, на следующую половину сезона тоже большие проекты. У нас предстоит 2 национальных спектакля. Это балет «Красный всадник», который мы посвящаем как раз-таки 105-летию вхождения Якутии в состав России, 105-летию республики и 395-летию вхождения Якутии в состав российского государства. И также у нас национальный спектакль, это будет опера «Сон шамана» по произведению Алексея Алексеевича Кулаковского. Да, и еще мы планируем в завершении следующего сезона показать оперу детскую. Мы давно к этому жанру не прикасались. Мы планируем «Волшебник изумрудного города», такая детская опера. Конечно, надеемся, что все наши планы состоятся, потому что жизнь, она вносит всегда свои коррективы. И надеемся, что мы успеем до конца следующего сезона такие проекты реализовать. Не придется что-то переносить на следующие сезоны. Может быть, есть проекты в летом, ближайшие, анонсируем, может, что-нибудь
зрителям? Летом мы как раз-таки 20-го делаем последний показ, премьерный показ. 21-го мы приглашаем всех на просмотр документального фильма «Театр Ботера». В 2 часа, как раз-таки в день национального праздника СССР Свободный у нас вход, да, состоится. будет? Да, мы 2 часа. приглашаем всех желающих. И потом мы уходим, ну, в творческие отпуска. Это ну, вот весь наш творческий состав уходит в отпуск. Конечно же, администрация продолжает работать. Мы будем готовить театр к следующему сезону. У нас предстоит ремонт как раз-таки по нацпроекту в этом году. Мы надеемся, что улучшим зрительную часть. Ну, для этого тоже нужно как бы успеть все сделать. И уже вот осенью, 1 октября, откроем следующий 56-й сезон. Расширяться театр хочет, да, немножко? Но мы хотим улучшить комфортность для зрителей, мы хотим там, ну, сделать какие-то изменения касаемо там гардероба, туалета, кассы, буфета, камерного зала и фойе для того, чтобы, ну, вот, новые форматы в том числе внедрить. Поэтому надеемся, что вот наши изменения тоже зрителям придут по вкусу. А вот труппа, которая в Казань отправилась, чем должна вернуться и планируете ли вообще поездки дальше? Да, они были приглашены именно для культурной программы. Там состоится прием президента Российской Федерации, и они готовили специальный номер, специальный, ну, вот именно постановку номера для того, чтобы выступить вот на этом событии. И, конечно же, мы очень рады, что, ну, вот такая у нас сейчас популярность у нашего якутского балета и вот возможность выезжать. Конечно, не всегда легко выезжать. Вот, есть определенные сложности, это всегда очень затратно. Но надеемся, что вот в следующем сезоне как раз-таки мы съездим в Южную Якутию, мы уже тоже покупаем билеты на поезд с тем, чтобы вот съездить в Южную Якутию, порадовать. Составили очень интересную программу тоже балетных спектаклей. Но вот таких больших поездок у нас пока не ожидается, поэтому мы рады, ну, дальше небольшим возможностям вот выехать, тем более на таком грандиозном событии саммита, международного саммита, который проходит в Казани. Владислав Валерьевич, спасибо, что сегодня поделились такой интересной информацией. Надеюсь, все, что вы анонсировали, дождемся очень больших гостей с республики. Спасибо большое. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.